Добрый вечер, Адгур Амиранович. Поводом для нашей сегодняшней встречи стала, конечно же, осложнившаяся ситуация в нашей стране. Связано это с протоколом Козак-Бжания, который не так давно появился в социальной сети. Мой вопрос касается следующего. Кто, наверное, это должны ответить? Рауль Лолу обещал нам ответить. А зачем был слит, на ваш взгляд, этот протокол? Этот вопрос связан с тем, что протоколы такого плана обычно не появляются в таком вот широком пространстве, не предоставляются широкой публике. И есть подозрение, что была какая-то преднамеренность в этом. Что вы думаете по этому поводу? Добрый вечер, Изида Тинятина. Давно мы с вами не беседовали. Касательно того вопроса, о котором сейчас идет речь, это протокол. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо говорить о содержании этого документа. Если мы вникнем в суть этого документа, тогда и причины его появления в публичной среде, наверное, нам будет легче понять, да, источники и мотивы тех людей, кто это сделал. Если взять этот протокол, его содержательная часть, особенно касательно той части, где абхазская сторона не выполнила ряд обязательств, которые были взяты, а о них мы тоже скажем. И исходя из этих обязательств, хочу подчеркнуть, что абсолютно на законных основаниях, на базе тех соглашений, которые были подписаны нашей властью, эти решения, которые описаны в протоколе, а именно предоставление Республике Абхазия электроэнергии на основании коммерческих цен, то есть финансирования, то есть вот этот социальный объем электричества, который каждый год предоставлялся, о нем, значит, речи уже не идет. И софинансирование отдельных категорий, подчеркну, отдельных категорий наших бюджетников. Все это прописано в соглашении, вот оно передо мной, соглашение между Абхазией и Россией о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия. Более того, в этом соглашении, кстати, власть об этом почему-то умалчивает, вот я вам процитирую, статья 7, мы это много раз говорили, не будет лишним еще раз подчеркнуть. Здесь в этом соглашении наша абхазская власть взяла на себя обязательство долю софинансирования российской стороны в заработных платах бюджетников отдельных категорий, это культура, наука, образование и так далее, вот этих категорий долю Российской Федерации сократить до 15% в 2015 году. А именно, вот здесь прямо написано, я зачитаю. Значит, работников государственных учреждений Республики Абхазия в 2021 году софинансируется, соответственно, в 2022 году в объеме 85%, это Российская Федерация, в 2023 году 65%, в 2024 году только лишь 30%, а в следующем году 15%. Когда наша власть подписывала этот договор, я так полагаю, этот договор в соответствии с теми документами, которые у меня есть, этот договор подготовлен Министерством финансов Республики Абхазия. В каком году он был подписан? В 2022 году это соглашение было подписано 4 августа в Москве. Вы помните, министр экономики Республики Абхазия, министр экономики Российской Федерации подписывали это соглашение. Соответственно, когда Министерство финансов Республики Абхазия готовило это соглашение и подписывало в 2022 году, у них должен был быть свой план по увеличению доходов, собственных доходов бюджета Республики Абхазия, которые смогут компенсировать вот те выпадающие доходы, вытекающие именно из этого соглашения. Но никакого такого плана мы не знаем, его нет. Доходы, собственные доходы республиканского бюджета, государственного бюджета в целом, несмотря на то, что власть рапортует о перевыполнении планов, хотя как перевыполняется план, тоже мы понимаем, никакого такого резкого увеличения доходов собственных не произошло. Соответственно, вот этот источники покрытия образующегося, увеличивающегося каждый год дефицита, они отсутствуют. В этих условиях что делала наша власть? Просила перенести вот эти вот пропорции каждый год, давайте поправим. Значит, перенесите еще на 1 год, еще на 1 год, еще на 1 год. То есть таким образом вот эта ответственность с себя власть снимала. Но есть план
формирования общего социально-экономического пространства. Вот этот документ, который наша власть в 2020 году подписала. То есть раньше на 2 года. Более того, значит, если взять это соглашение, в этом соглашении есть прямые отсылки к этому документу. Более того, сейчас мы к этому вернемся. Еще есть отсылка, если говорить про электроэнергетику, про дефицит, который образовался в связи с тем, что власть легализовала майнинг, у нас потребление увеличилось на 1 миллиард киловатт-часов. 12 июля 2021 года был принят план мероприятий, так называемая дорожная карта по оптимизации энергообеспечения Республики Абхазия. Этот план мероприятий, на этот план мероприятий тоже идет ссылка в этом договоре, в этом соглашении. Этот план мероприятий, дорожная карта, абхазская сторона не выполнена. Там идет речь о сокращении потребления, об увеличении количества приборов учета и так далее, и так далее. Практически ни по одному пункту наша власть ничего не выполнила. Теперь возвращаемся к плану так называемой гармонизации. Это очень важно отметить, мало кто об этом говорит. В 2020 году, 12 ноября 2020 года, обратите внимание, с нашей стороны подписали документ президент Абхазии и премьер-министр. К премьер-министру здесь меньше всего вопросов, потому что он подчиненный президента, он подписал. Но президент в этом плане мероприятий, плане гармонизации взял на себя обязательства, выходящие за рамки его полномочий. К примеру, вот если мы возьмем там любой пункт 5, разработка и принятие закона Республики Абхазия о финансовой аренде и лизинге, разработка и принятие закона Республики Абхазия об инвестиционном партнерстве. Президент Абхазии не может брать на себя обязательства по принятию законов. Законы в Абхазии принимают, как и в других странах, принцип разделения ветвей властей. Законы принимает у нас парламент. Президент может взять на себя обязательства перед российской стороной только на разработку, совместную разработку и внесение в парламент. А уже парламент будет принимать решение, принимать тот или иной проект закона или нет. Здесь же президент Абхазии взял на себя, я не знаю, о чем они тогда думали, перед российской стороной обязательства. И что самое интересное, он взял обязательства на себя перед Россией за парламент, которого еще не было. То есть этот документ подписан в 2020 году, обязательства уходят на 2023 год. То есть, по сути, Аслан Бжаня взял на себя обязательства за нынешний созыв парламента, которого еще тогда не было. Люди пришли на работу, депутаты парламента, не догадываясь даже о том, что, оказывается, уже там за них все решено. И сейчас депутаты парламента, на мой взгляд, достаточно трезво подошли к этому вопросу по ряду вызывающих у меня, у многих в обществе опасения, обоснованные опасения. Они просто взяли некоторую паузу для проработки, для изучения, а по некоторым вопросам вообще отказались. По сути, они сделали правильно и в рамках своих полномочий. Теперь возникает вопрос, кто в этой всей истории виноват? Виноват только Аслан Бжаня, который взял на себя, еще раз повторюсь, взял на себя обязательства в Москве, в Российской Федерации, которые выходят за рамки его полномочий. Вот ответ на все вопросы. Теперь возвращаясь к данному протоколу и к той части, где касается предоставления до 20 сентября, предоставления списка там, виновных граждан на лишение гражданства и так далее, и так далее. Обратите внимание на формулировку. Я человек в этом плане очень опытный. Я знаю, как эти протоколы составляются и как формулируются все эти вопросы, и что это значит. Принять к сведению обязательства абхазской стороны, то есть Аслана Бжаня до 20 сентября предоставить информацию. То есть принять к сведению. Это о чем идет речь? Аслан Георгиевич Бжаня неоднократно в эфире федеральных телеканалов и так в своих выступлениях неоднократно заявлял о том, что в Абхазии есть некие антироссийские силы, то управляющиеся западными спецслужбами, то с Марса. У него постоянно разные какие-то истории, но это он в своей риторике использует. По всей видимости, я там не присутствовал, по всей видимости, аналогичная риторика, более изощренная, более развернутая, присутствует в его выступлениях внутри закрытых кабинетов, высоких кабинетах Москвы. То есть он свои провалы
во внешней политике, сегодня пытается оправдать тем, что внутри Абхазии есть некие силы. Но когда он не остановился это повторять, наверное, кто-то его в Москве спросил: ну раз вы не обманываете, предоставьте нам список этих людей, а мы уже сами будем смотреть. Ну, напишет он в этом списке там Адгура Ардзенба. Адгура Ардзенба очень хорошо знают в Москве. И то, что говорил действующий президент, и то, что он предоставит список, тогда будут смотреть. Значит, президент говорит неправду. Касательно этого протокола, ведь сегодня много мы в обществе слышим о том, что там из-за оппозиции, из-за депутатов парламента, из-за интеллигенции, из-за героев Абхазии, из-за огромной части населения испортились отношения с Россией. Но это неправда. Ведь этот протокол это некое уже какое-то, наверное, завершение всей этой истории, да, уже вот конечная черта. А причем тут оппозиция или депутаты парламента, которые обоснованно говорят: вы взяли на себя обязательства за нас, мы здесь не подписывались. Это вообще нонсенс, чтобы кто-то взял на себя обязательства за парламент, за... Никогда в жизни президент Российской Федерации, которого мы очень любим, уважаем в Абхазии, никогда даже, вот вы обратите внимание, он никогда не говорит, что там федеральное собрание примет этот закон. Он говорит: мы предложим, они рассмотрят. Да? Хотя вы знаете, какое отношение федерального собрания уважительное к президенту России. Да? То есть они во всяком случае всегда готовы его поддержать. Здесь некие, скажем так, силы определенные нам открытым текстом говорят: уважаемый абхазский народ, вы выбрали не того президента. Они это сказать не могут открыто. Это язык дипломатии, язык межгосударственных отношений. Ну не может там президент одной страны выступить и сказать, там, президент страны другой плохой. То есть это вы сейчас мне отвечаете на вопрос, кто? Да. Да. И с какой целью? Я пытаюсь ответить, да. То есть люди нам говорят: вот ваш президент, приезжая в Москву, чем он занимается? Он, по сути, пытается переложить свои, ответственность за свои провалы на неких людей и, по сути, занимается ябедничеством. Вот это открыто нам, абхазскому народу, говорят. Сегодня, еще раз говорю, оппозицию обвиняю в том, а что мы виноваты в том, что Аслана Абжаня не пригласили на парад Победы в Москве, который был в мае. Мы виноваты в том, что не пригласили на инаугурацию нашего президента. Мы виноваты в том, что Аслан Абжаня присутствовал на Питерском экономическом форуме как президент, и его нигде не обозначили. И президент Российской Федерации и другие руководители других стран, которые присутствовали на этом форуме, они были обозначены как официальные приглашенные, сидели на сцене. Наш глава государства, который, как мне известно, это его инициатива была, там длительные переговоры, чтобы он попал на этот форум, его никак никто там не обозначил. Это мы виноваты в этом. Поэтому наш народ должен сделать определенные выводы. Ну, собственно, в этом оппозицию не обвиняют, но оппозицию обвиняют в том, что теперь бюджетники, социальные категории граждан, госслужащие недополучат пенсию. Вот. Ну, в принципе, вы частично уже ответили на этот вопрос, но вот сам факт того, что это стало главным лейтмотивом, о чем говорит, собственно говоря, почему пытается Аслан Абжаня и его команда использовать именно вот этот вот посыл к обществу, обвиняя оппозицию, гражданское общество, неправительственный сектор. Это вот очень похоже на какую-то вот попытку стравливания, да? Вот, я, по-моему, задала вопрос и сама на него ответила, как в плохом кино, да? Вот, что означает вообще вот эта вот попытка Аслан Абжаня, честно говоря, у него незавидное положение, он сам себя загнал в угол, потому что когда постоянно везде обманываешь, рано или поздно этот круг замыкается. Вот этот круг вокруг него и замкнулся. Теперь у него осталось там какое-то очень маленькое количество там людей, которые работают на тех или иных, скажем так, хлебных должностях. Мы видели недавно, имели удовольствие в кавычках наблюдать там некое собрание, когда там один из представителей
так разошелся, что обвинил целую ветвь власти, парламент оскорбили. То есть вот это оставшееся, вот это некое очень маленькое количество людей, на которые сейчас пытается он опираться, и вот в этой агонии он пытается найти какую-то возможность переложить перед обществом, перед народом всю ответственность за происходящее на какую-то часть. Но я задаю вам такой вопрос, но ответ очевиден. 2024 год на дворе. В 2020 году Аслан Бжаня стал президентом. С 2014 по 2020 год мы работали во власти. С того периода по сегодняшний день что-то изменилось в России? В России тот же президент, по сути та же команда у власти. У нас были прекрасные отношения. Да, были какие-то споры, шероховатости. Это нормальный процесс вообще в принципе. Но мы платили зарплату вовремя учителям, врачам. Власть в России не поменялась. Все так же. Поменялось только в Абхазии. И отношения с Российской Федерацией резко ухудшились. То есть как можно говорить, что оппозиция виновата или кто-то другой виноват? Если та оппозиция, которую они обвиняют, в том числе и я, там и мои коллеги, мы все работали при прошлой власти. И отношения были с Российской Федерацией идеальные. Наши президенты встречались более 7-8 раз. Теснейшие были отношения. У нас даже между правительством Абхазии и правительством Российской Федерации на уровне вице-премьера Российской Федерации даже футбольный матч вот здесь на стадионе проходил. Да, я помню. Вот такие были отношения. Да, мы иногда спорили, были моменты, но отношения были прекрасные. Как только власть поменялась, как только президент Аслан Бжаня стал заигрывать с Грузией, давайте вспомним на заре его президентства, с чего он начал. Тайный визит грузинских политиков. Непонятный документ в виде концепции внешней политики, где там многовекторность, там отношения, многоуровневые переговоры с Грузией и так далее, и так далее. То есть он с самого начала показал и абхазскому обществу, и нашему партнеру России, что он ненадежный партнер, он ненадежный политик. Более того, в ходе дальнейшей его работы, вот так, подписывая такие безграмотные документы, но никто всерьез, Изида Теретьевна, вас не будет воспринимать, когда вы берете вот такие вот вещи, подписываете. Никогда в жизни вас никто не будет воспринимать. Но между тем в эту полемику втянулись российские политики, да, заявления Затулина, ряда других политиков, которые, в общем-то, достаточно неприятные, которые можно даже расценивать как вмешательство во наши внутренние дела. Что, на ваш взгляд, это означает? Вот такая вот поддержка. Это поддержка Аслана Бжаня, его политики, его позиции. И что это означает? Ну, Россия... Означает ли это ухудшение российско-абхазских отношений? Отношения, конечно, ухудшились. И виноват в этом только Аслан Бжаня. Я вам только что об этом говорил. То есть отношения, объективно говоря, за всю новейшую историю с момента признания до сегодняшнего дня самые худшие, которые могли быть. Я себе не мог такого представить, что этот человек доведет до такого уровня. Но выступления отдельных политиков это всегда было. Потом мы прекрасно понимаем, кто там за этим всем стоит, кто какие за ниточки дергает и так далее. Россия большая страна. Не то, что Россия, в нашей небольшой Абхазии сколько разных центров сил, мнений, там разных, у нас всегда же идет дискус. Россия, как принято говорить, мне не очень нравится это выражение, что много там башен, да, в Кремле. Но мы всегда с вами ориентируемся только на одного человека, на президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. В Абхазии его уважают, в Абхазии его ценят. Мы очень сильно ему доверяем. Мы в рамках его высказывания, в частности по апартаментам, вы помните его высказывание, которое он на совещании по развитию туризма в Дербенте говорил про апартаменты, что не надо этого делать. То есть, вот линия поведения. А все остальные высказывания, ну, Затулин Константин Федорович имеет достаточно большие заслуги перед Абхазией. Я лично, чуть, может быть, неправильно с моей точки зрения, но субъективный какой-то есть момент. Я никогда не забуду, как Константин Затулин даже не то что плакал, а рыдал в момент, когда мы прощались с Владиславом Григорьевичем Арценовым.
Он тогда на сцене пытался произнести речь, у него это не получалось, потому что он рыдал. Вот так было ему больно. Я никогда эту картину не забуду. И когда касается этого человека, я всегда ставлю вот эту... Ну, это субъективное мое отношение. Константин Федорович в своих высказываниях ошибается. И не первый раз. Да, может быть и не первый раз. У нас, надеюсь, в ближайшее время будет возможность с ним это обсудить. И у нас будет возможность до него донести эту позицию. Почему я его отделяю? Потому что он все-таки связан с Абхазией, много лет связан. А все остальные, там, кто выступает, честно говоря, я особо на них внимания не обращаю. И они сегодня есть, завтра их нету, поэтому не стоит на это обращать внимание. Как выйти из этой кризисной ситуации, как вернуть в нормальное, деловое, дружеское, равноправное русло взаимоотношений между Абхазией и Россией? Ну, во-первых, нужно избавиться от Аслана Абжани, который действительно совершенно случайно оказался на посту президента Абхазии. Это человек неопытный, как показала жизнь, не подготовленный к этой роли. Вот. И уверяю вас, это не мое субъективное мнение, это вот если вы возьмете чуть-чуть аналитику, да, вот как ухудшились отношения с Россией с его приходом, пока этот человек будет у власти в Абхазии, пока этот человек будет представлять нас за пределами нашей страны, отношения будут ухудшаться. Это только начало, я вас уверяю. Это только начало. Поэтому, конечно, надо избавиться от Аслана Абжани. В отношениях с Российской Федерацией нам, конечно, нужна перезагрузка. Много чего наслоилось. Много чего, скажем так, есть много нереализованных ожиданий с обеих сторон. Но есть и много чего сделано. Очень много позитива, на базе которого надо дальше динамично развивать наши отношения. Потом наши отношения нужно разделить. Все-таки круг вопросов, которые стоят в повестке между нами, необходимо их разделить на несколько уровней. На мой взгляд, это не только мой взгляд, это многие аналитики так считают, серьезные аналитики, что есть круг вопросов первой значимости, стратегического характера. Это военно-политического круга вопросов, то есть военное присутствие Российской Федерации в Абхазии. Республика Абхазия, 210 километров Черного моря, побережья, единственный союзник Российской Федерации в бассейне Черного моря. Первое. Второе. Республика Абхазия, еще начиная с момента развала Союза, вы помните, это вашу бытность, когда проводился референдум, Республика Абхазия в большинстве своем высказалась за то, чтобы Советский Союз сохранился. Напротив, тогда Грузия бойкотировала этот референдум. По сути, они выступали за то, чтобы Советского Союза не было. Вот с того периода по сегодняшний день в Республике Абхазия, народ Абхазии всецело поддерживает Российскую Федерацию. И поддерживал в те времена, когда в самой России Россию было принято называть слабой. Мы даже тогда были на стороне России. И даже тогда, когда мы находились, по сути, в экономической блокаде. Разве это ничего не стоит? Разве присутствие здесь российских войск? Разве то, что в Абхазии количество русских школ на душу населения больше, чем где-либо еще на постсоветском пространстве, если не считать саму Россию? Разве это ничего не стоит? Разве то, что Абхазия всегда поддерживала Россию, вот если вспомнить историю со сбитым истребителем Турции в Сирии и так далее, много могу перечислить. Разве это ничего не стоит? Разве то, что мы используем рубль Российской Федерации в качестве официального платежного средства, мы знакомы с таким понятием, как сеньораж? 200 миллиардов у нас оборот плюс-минус, да, экономики. Ведь это же тоже большой бонус для эмитента рубля, то есть Центробанка Российской Федерации. Мы в Российской Федерации покупаем в год товаров на сумму более 35 миллиардов рублей. Российские туристы имеют возможность в Абхазии отдыхать в рублевой зоне. Более 1,5 миллиона плюс-минус в год приезжает в Абхазию туристов. Разве это ничего не стоит? Я слышу некоторых деятелей, скажем так, вот наши туристы едут туда и так далее. Слушайте, а что было бы хорошо, чтобы, если бы российские туристы увозили бы деньги из России в страны НАТО, что ли?
есть это ничего не стоит. Давайте мы все это сопоставим. Потом у нас дружеские, братские отношения, у нас общая история. Я, кстати, пользуясь случаем, хотел бы обратиться в первую очередь к нашим согражданам. Я просил бы наших граждан в социальных сетях не поддаваться на эти провокации, не вступать в полемику. Вот Россия так, а мы вот так. То есть эту тему разгоняют не русские, это разгоняют грузинские специальные институты, анонимно. Это все они раскручивают, раскол в наших отношениях. Нашим гражданам, я прошу наших граждан не поддаваться, особенно в социальных сетях. Я вижу, там большой тут идет всплеск этого всего. Сегодня очень много говорят о том, что в оппозиции раскол, что ваши взгляды на какие-то глобальные вопросы, в частности вопросы о недвижимости, тоже разошлись. Насколько это соответствует действительности? Что на самом деле происходит сегодня внутри оппозиции? Никакого раскола в оппозиции нет. Пускай там власти и провластные, мы все читаем, все это видят, они себя не тешат этим всем. Оппозиционная среда – это часть абхазского общества. В абхазском обществе всегда было принято демократически подходить ко всем процессам. Всегда у всех разные мнения. Это нормальный процесс. У кого-то свое видение отсюда. Кто-то так видит, кто-то сяк видит. Это нормальный процесс. Но как это пытаются преподнести, что в виде раскола, этого нет. Я вас уверяю. Более того, я вам хочу сказать, что видение всех политических акторов Абхазии и оценка деятельности Аслана Абжани, она единая. То есть мы все оцениваем его как человека, который нанес максимальный вред Республике Абхазия, нашему народу. И необходимо как можно быстрее избавить наш народ и Абхазию от этого человека, убрать его от управления страной. В этом мы абсолютно едины. Поэтому... А в вопросе недвижимости, он стал полемичным в последнее время. Изменилась ли ваша позиция в этом вопросе много лет назад, когда вы были в составе правительства, и сегодня? Каким образом трансформировалось это отношение к этому вопросу? Если внимательно посмотреть то, что я говорил всегда и говорю сейчас, это в принципе одно и то же. Я был и остаюсь последовательным человеком в первую очередь, а потом уже и политиком. Моя позиция в вопросе, связанном с продажей недвижимости иностранным гражданам, не претерпела никаких изменений. Я, как и был, и категорически являюсь сегодня, на данный момент, противником этого вопроса. Как и раньше, и сейчас говорю, что мы пока не готовы. Я не буду сейчас уходить в детали кадастр, реестр и так далее, и так далее, и так далее. Главное наше опасение абхазского народа, я это говорил, будучи министром экономики, не боясь там каких-то санкций и так далее. Главное наше опасение абхазского народа – это то, что мы боимся оказаться на своей земле опять в количестве 17%. Вот когда этот наш страх, обоснованный страх, исторически обоснованный, вот этот страх мы сможем нивелировать, тогда мы будем говорить о вопросе недвижимого имущества и так далее. И даже тогда мы не должны говорить о десятках тысячах. Например, у нас большой дефицит с инженерами, с технологами, с разного рода профильными специалистами. Десятки, может быть и сотни, когда-то мы к этому вопросу придем. А для того, чтобы к этому прийти, еще раз говорю, главное, исторически обоснованное наше опасение, это 17%. Но это не значит, что мы уперлись, мы, значит... Это что Затулин называет родовой травмой? Да, он может быть так и в чем-то и прав. Это травма наша, да, мы это пережили, а как это по-другому? Мы не хотим еще раз переживать то, что переживали наши предки. Зачем мы должны сами это делать? Поэтому категорически мы, против. В перспективе, да, мы готовы это обсуждать. Вот вы сейчас задавали вопрос о том, что как перезагрузить наши отношения с Российской. В частности, да, мы знаем, это не секрет, этот вопрос стоит на повестке, так или иначе российская сторона этот вопрос поднимает. Вот когда мы говорим о будущих наших отношениях, когда власть поменяется, необходим честный, открытый
разговор. И не только с представителем там, исполнительной власти, будущим президентом или премьер-министром, с привлечением нашей интеллигенции, у нас прекрасная интеллигенция, с привлечением парламентариев, общественности, и с российской стороны, с абхазской стороны. Давайте мы честно по-братски поговорим. И тогда у нас получится найти общий язык, абсолютно уверен. Да, от монолога. Поэтому моя позиция, как и была, так и прежде, она неизменна. Более того, я сейчас, к сожалению, мы наблюдаем определенные попытки давления на законодательную ветвь власти, на парламент. Вот я говорил выше о высказываниях некоторых представителей Амцахары. Кстати, Амцахара, она так увлекается. До этого, вы помните, когда они давали наставления Гудаутскому районному собранию, у них это практикуется. Вот. Но мы видим и со стороны исполнительной власти какие-то письма сейчас пытаются писать в адрес парламентариев. По вопросу апартаментов и всех остальных вопросов мы рядом с депутатами, с теми, кто против, мы будем до конца стоять против, мы под давлением никакие вопросы вообще рассматривать не будем. Это исключенный вариант. Потому что один раз, если ты поддашься давлению, давление будет только увеличиваться и никогда конца края этого не будет. Кстати, я сегодня много говорю про президента Российской Федерации. Кстати, историю Абхазии очень хорошо рассказал президент Российской Федерации. И он очень хорошо ее знает. И в нашей истории, если взять, в самые страшные репрессивные годы абхазы собирали сходы. То есть у нас, у абхазов, вот есть такой внутренний ген свободолюбия. Это надо уважать, это надо ценить. Но есть же в Европе, например, государство Лихтенштейн, Монако существует, Андорра существует. Но их же тоже могли поглотить физически, экономически, там, армии превосходящие. Уверен, что Франции не составит труда и сегодня захватить Монако, допустим, да, или Испании на Андорру забрать. Но они же существуют. Это признак того, что это общество цивилизованное. Они не только существуют, они процветают. Они процветают. Да. Так вот, Абхазия должна стать картинкой. Абхазия должна стать эталоном отношений с Российской Федерацией. Абхазия должна стать неким примером, успешным примером того, как хорошо дружить с Российской Федерацией, как хорошо иметь теснейшие отношения с Российской Федерацией. А для того, чтобы это случилось, есть очень много разных тем, которые абсолютно еще даже к ним никто не подходил, их надо развивать. Нам необходимо больше общаться в культурной среде, нам необходимо больше общаться в социальной среде. Мы уперлись в эту экономику, понимаете, определенные круги олигархические лоббируют в Абхазии свои интересы через наших коррумпированных чиновников. И вот эта вот возня, которая уже там длится определенное время, она уже по сути дошла до такого уровня, что она уже угрожает быть опасной для наших стратегических отношений. Вот что опасно. И почему это сейчас происходит? Потому что высшее руководство Российской Федерации, оно занято более глобальными процессами. Вы видите, идет специальная военная операция, идет очень сложная, процессы идут очень сложные вокруг России. А в этот период, когда, вы знаете, наши дельцы, там некоторые дельцы около кремлевские в России, вот они там скооперировались и пытаются в мутной водичке поймать рыбу. Здесь в Абхазии есть народ, в первую очередь, у народа есть свои интересы. И интересы абхазского народа всегда уважали в Российской Федерации, руководство Российской Федерации. То, что сегодня происходит, происходит по одной причине, потому что это все следствие того, что во главе государства неподготовленный, несерьезный, случайный человек. С его нахождением во власти отношения с Российской Федерацией будут только ухудшаться. Как только мы избавимся от этого человека, отношения с Россией стабилизируются. Более того, они будут динамично развиваться, и мы откроем очень много разных направлений взаимодействия, которые до этого вообще даже не обсуждали. И все будет прекрасно. А то, что сегодня происходит, будем вспоминать как некое испытание и урок истории. Вот что будет. Дай Бог, и мы с вами подошли к вопросу выборов.
да, вот таким естественным путем и к нашей внутренней ситуации, опять же, АНД, с кем, с чем идете вы на выборы, и будет ли у вас у оппозиции единый кандидат, или, как вы, или это будет несколько кандидатов, как вы Ну, если вы говорите про президентские выборы, да, я про президентские скажу так, я пока, честно говоря, не хотел об этом говорить, немножко рано, но так, как вы спросили... Для кого рано, а для кого предвыборная кампания да. уже в разгаре. Но тем не менее, да, тем не менее, есть закон о выборах президента, есть определенные рамки. Вот. Я считаю, что это в истории Абхазии вот эти выборы президентские, это одни из таких важнейших этапов, один из важнейших этапов истории, это судьбоносные выборы. Потому что здесь не классические выборы, которые до этого были, то есть когда там одна команда внутри Абхазии с другой командой противостояла, и там это была борьба внутри одного поля. Сейчас стоит вопрос, если Аслан Бжани сохранит за собой власть, то абхазского государства больше не будет. Если Аслан Бжани сохранит за собой власть, то интересы абхазского народа будут низведены до минимального уровня. Если Аслан Бжани сохранит за собой власть, отношения с Российской Федерацией, с нашим союзником, с нашим партнером будут еще хуже и дойдут до очень нежелательных процессов. Я боюсь, даже дойдут до тех процессов, где мы перейдем точку невозврата, перейдем Рубикон, и уже будут процессы, которые имели место быть в истории. Поэтому здесь стоит вопрос, быть или не быть Абхазией. Вот какие выборы на носу. И в этих условиях мы, конечно, будем стараться всех объединить, потому что ситуация очень непростая, экстраординарная. А еще раз говорю, если это были бы какие-то обычные политические наши, до этого то, что происходили, да, там, извините, что я говорю, как раньше говорили, хаджимбисты, багапшисты, это немножко другая категория вообще вопросов. Сейчас стоит вопрос выжить нашей нации или исчезнуть. Вот как стоит вопрос. Поэтому в этих условиях, конечно, мы будем стараться объединить всех. Может быть, у нас это получится, может быть, это не получится. Но неважно, сколько бы кандидатов не было. И, кстати, это даже с одной стороны хорошо. Есть люди, граждане наши, которым, допустим, не нравится Отгурарцин, условно говоря. Ну, не нравится он им. Ну, нравится какой-то другой яркий, харизматичный политик. У нас таких немало в Абхазии, слава богу. Надо сделать, чтобы, значит, он баллотировался тоже. Но наша задача всех наших граждан, кому не безразлична судьба абхазского народа, поймите, это главное. Всем вот этим активным пассионариям объединиться для одной цели. Самое главное, чтобы Аслан Бжани не был президентом, следующим президентом Абхазии. А здесь, ну, кто-то пойдет, пускай пойдут еще кандидаты, это хорошо. У нас, еще раз говорю, очень много достойных людей, харизматичных политиков. И если, допустим, кто-то не желает стать частью команды, хотя, еще раз говорю, мы будем стараться, чтобы это все стало единым, тогда он сам должен пойти объединить. Но самое главное, чтобы единая цель для всех должна быть, чтобы вот этот человек больше никогда не приближался к управлению нашей страной и никак с ней не олицетворялся. А то, что он натворил за эти 5 лет, ну, этому надо дать оценку. А какого рода оценку? Правовую, экономическую и все эти вещи, это потом, наверное, у нас будет еще возможность обсудить. Гурам Миронович, спасибо вам за интервью. И я надеюсь, что в ближайшем будущем мы поговорим с вами, например, о реформах, которые можно и нужно делать в Абхазии. Обязательно поговорим, с удовольствием поговорим. Спасибо большое.